Достаточно нам Аллаха. И он прекрасный. Проси прощения у Аллаха. И не откладывай это лишь, ведь время подобно мечу. Просите у вашего Господа, у каждого человека своих забот. У нас были знания, но мы не действовали по ним. Наступило лето, и опускание взора стало как джихад в нашей стране и в социальных сетях. Какие шаги предпринять, чтобы удержать себя от взгляда? Я слышал много наставлений, но ни одно из них не проникло в мое сердце и не изменило его. Я чувствую, что наставление от тебя меня изменит. Первое, мой дорогой брат, не облегчай положение для себя, возлагая проблему на других. Что люди делали мне наставление, но никто не изменил меня. Ты ответственен перед Аллахом, потому что это изменение от Аллаха. Нет наставлений, которое бы смогло тебя изменить. Мы убеждены, что тот, кто имеет влияние, это Аллах. Поистине, ты не можешь наставить на истинный путь тех, кого любишь. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Конечно, возможно, что спрашивающий брат не имел в виду это. Но я понял из его слов, что он имеет в виду, будто проблема в говорящих, а на нем ответственности нет. Сейчас я прошу Аллаха улучшить мое положение и твое, потому что так же, как и ты подвергаешься испытанию, так же и я, и все люди испытываются тем, что смотрят на запретное. Но я советую тебе несколько вещей. Первое. Проси помощи у Всевышнего Аллаха. Конечно, это нуждается в проповедях, но я отвечу коротко. Проси помощи у Всевышнего, потому что в его власти вести тебя по прямому пути. Хорошо? Я убежден, что Аллах тот, кто изменит меня, а не люди. Второе. Мой брат, наша религия – таклиф. И религия основана на борьбе с собой. Если ты живешь, не идя наперекор себе ни в чем, что тогда значит таклиф? Придет кто-то с историей, похожей на твою, и скажет: «Я не могу оставить зина». И это было сказано посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, разреши мне прелюбодеяние». И может прийти кто-то со словами: «Я не могу оставить вино». Следовательно, будто бы люди стали оправданы в том, что делают грехи, а тех, которые усердствуют ради нас, мы поведем их по нашим путям. Третье. Я советую узнать тебе о вреде взора на запретное. Как-то один из шейхов нарисовал нам картинку на доске в институте Аль-Фатх. Нарисовал бутылку, сосуд для воды, бутылку с водой. А на дне нарисовал зернышки и сказал, что эти зернышки – пыль. Сказал, что взор на запретный, как воздух, если он проникнет в бутылку. Зернышки пыли были неподвижны на дне бутылки. Когда проник воздух, зернышки пыли рассеялись по всей бутылке. В человеке есть установленная страсть. Взор на запретное распространяет страсть по всему телу. И я знаю, иногда, например, человек, в особенности в социальных сетях, видит такие названия. «Этот отрывок видео взял то-то. Не выходи, пока не откроешь его. Если откроешь, то...» Это все ловушки. Остерегайтесь, мои дорогие братья. Я предостерегаю вас и себя от любопытства. Все, что бы ни было написано на отрывке, даже если будет написано: «Посмотри видео, и это ведет тебя в рай», мне нет необходимости смотреть его. Возможно, в нем, если это неизвестный канал, в нем может быть что-то плохое. Я советую, мой дорогой брат, чтобы ты изучил вред взгляда на запретное. Страсть скрыта в человеке. Именно человек поджигает ее. Например, у кого-то в теле жар, и он говорит: «Клянусь Аллахом, у меня жар». И после подходит к бензину, обливает себя и поджигает себя огнем. Взгляд на запретное делает так же. Взгляд со страстью действует так же. Ты возбуждаешь себя. У тебя изначально есть жар. Ты возбуждаешь себя посредством взгляда. И в этом большой вред для человека. Четвертое. Представлять себе мысленно, что Всевышний смотрит, наблюдает за ним. Говорится: знай, что взор Всевышнего падает на тебя раньше, чем твой взгляд на запретное. На какую бы женщину ты ни посмотрел, взор Всевышнего упадет на тебя раньше, чем ты посмотришь на эту женщину. Это, чтобы человек укрепил в себе сознание того, что касается надзора Всевышнего над созданиями, и сознание того, что Аллах наблюдает, это ихсан, который значит: поклоняйся Аллаху так, будто видишь Его. И если ты не видишь Его, то Он видит тебя. Абдуллах ибн Умар, да будет доволен им Аллах, совершал тауаф, обход вокруг Каабы. Это положение тауаф нуждается в изучении. И во время его тауафа один из людей попросил у него руки его дочери, и в процессе тауафа разрешено разговаривать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тауаф схож с молитвой во всем.
кроме того, что во время него вы можете разговаривать. И кто разговаривает, пусть говорит только благое. И когда он, Абдуллах ибн Умар, делал тауаф, обратился к нему человек со словами: «Я хочу попросить руки твоей дочери». Проигнорировал его сын Умара, несмотря на разрешенность разговоров. И когда завершил тауаф, он, Ибн Умар, подошел к нему и сказал: «Ты попросил у меня руки моей дочери во время тауафа?» Он ответил: «Да, и когда ты промолчал, я думал, что ты отказал мне». Ибн Умар сказал ему: «Как я мог ответить тебе и говорить с тобой? Я был представлен взору Аллаха во время тауафа». Был представлен взору Аллаха, значит, я испытывал страх перед Аллахом в тауафе. Затем 5-й совет. Не подвергаться тому, что вызывает страсть. Например, человек включает какой-то канал и смотрит сериал. Как не загорится в нем страсть? Идет в те места, которые переполнены раздетыми женщинами. Почему ты безрассудно бросаешься в то, что разжигает твою страсть? Если есть дорога, по которой идет стадо овец, клянусь Аллахом, мои братья, это и есть дорога, по которой идут женщины. И в этом нет умаления достоинства женщин, которые являются и моя мама, и моя сестра, и твоя мама, и твоя сестра. Я пойду по дороге, где овцы. Что касается его, который бросается в то, что разжигает в нем желание, бросил его в воду с завязанными руками и сказал ему: не смей намочиться водой, а ты вошел в огонь, вошел в воду, и при этом не хочешь намочиться. И сегодня подходит ко мне один из братьев и говорит: мое испытание – просмотр недозволенных фильмов, просим у Аллаха защиты. Я сказал ему: самое первое, удали свой Facebook. У тебя же есть Facebook? Он ответил, что да, есть. Я сказал: удали его. Даже если там связи, семья, родственники, неважно, даже если родственники не смогут связаться с тобой. Самое главное сейчас – взять себя в руки. Так что отдались от того, что приводит вас к хараму, запрещенному Аллахом. И знай, что глаз, который пачкается харамом, может не удостоиться чести посмотреть на Всевышнего Аллаха, потому что этот глаз, до того, как посмотреть на Аллаха, должен быть чистым. Мир вам, вы благие, очищенные от скверного. Входите же в рай для вечного пребывания. И Всевышний говорит: скажи верующим мужчинам, а не людям, потому что для людей нет разницы в этом. А если ты верующий, то для тебя это имеет значение. Пусть Аллах примет наше покаяние, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Это чище для них. Поистине Аллах всеведущ в том, что они делают. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Значит, пусть за первым взглядом не следует второй. Поистине, за первый взгляд нет греха, а за второй уже есть. И проси помощи Аллаха. Скажи: о Аллах, ты мой покровитель, я потерян. Ты мой покровитель, я слаб. Брось себя полностью во власть Аллаха и ищи убежище у Аллаха. Что касается меня, то я как ты. Я борюсь с собой. И иногда мой нафс берет надо мной верх. И у тебя также. Так что прибегаем к Аллаху Всевышнему и прошу прощения за растянутость. Я не смог ответить быстро.